Всем здравствуйте, меня зовут Николай. Один из наших подписчиков посмеялся над роликом, в котором участвовал наш заклепочник. Я человеку объяснил, что смеяться не стоит, просто блогер, DIY-блогер, немножко не понял, как работает простейший инструмент. В чем возникли сложности? Сложности возникли в том, что разобранный инструмент, а именно заклепочник, заклепку не устанавливает. Отсюда вопрос, для чего его разбирать, чтобы использовать. Используется заклепочник в собранном состоянии. Так как исключены были одна из самых важных частей, а именно наконечник. А те, кто пользуется заклепочниками, они знают, что разница в наконечниках из-за их длины. Так вот, из-за отсутствия этого наконечника заклепку поставить, а потом удалить стержень нереально. Почему? Потому что сам наконечник как раз и способствует тому, чтобы губки разжимались, отпускали стержень. Начнем по порядку. Что произошло в данном видео? Набор состоит из инструмента непосредственно, сам заклепочник, и два ключика. Один ключ нам необходим. Во-первых, он используется как рукоятка. Второй ключ необходим для сервисного обслуживания. То есть инструмент при длительной эксплуатации, смазка в механизме утрачивает свои способности, плюс инструмент может также из-за неосторожности храниться в каких-то местах повышенной влажности и заржаветь, что-то внутри может. Для этого необходимо будет его разобрать и обслужить, то есть смазать. Также ключ используют для разбора механизма в случае, когда застревает хвостовик заклепки. Разбирать ничего не нужно, необходимо установить соответствующий наконечник заклепки, которая застряла. Также хочу обратить внимание, что конструкция обычного ручного заклепочника и заклепочника насадки в принципе одинаковые. Так вот, хороший рабочий заклепочник. Напоминаю, что какая-то штука, давайте ее открутим. Мы ее открутили, пытаемся установить сюда заклепку. Чего-то она не лезет. Но из-за того, что здесь более мощный механизм, сюда намного тяжелее засунуть, чем сюда. Но я постараюсь. Так вот, поставил я сюда заклепку. Кстати, сразу забегу вперед. Вытащить ее теперь без разбора механизма тоже не получится. Поставить заклепку точно так же не удается. Отсюда вопрос, зачем разбирать заклепочник и в разобранном виде пытаться поставить заклепку. Инструмент так не работает. Очень важные детали. Это колпачок, который здесь одет. И одна из очень важных деталей заклепочника — это как раз вот этот наконечник. Но мы люди немножко грамотные, поэтому разобранным инструментом работать мы не будем, а будем работать с собранным инструментом. Устанавливаем шуруповерт. Устанавливаем в инструмент заклепку в реверсе, в режиме реверса. Заклепка очень легко устанавливается. Переключаем в режим закручивания. Ставим заклепочку. Заклепку чуть-чуть поджали. Инструмент ее захватил. Выкручиваем в режиме реверса. Ослабляем стержень. Ставим вторую заклепочку. Схватил инструмент. Поехали дальше. Переключаем реверс, выплевываем стержень. Третья заклепочка. Захватил. Освободил. В видео также была озвучена проблема с застрявшим хвостовиком. Есть у меня подозрение, что наконечник и заклепка не соответствовали друг другу. Потому что наконечник был 2,4, а заклепка очень похожа на 3,2. Давайте попробуем. У меня заклепки 4,8. Давайте попробуем установить на него наконечник на 4. Используем ключик для снятия наконечника
возвращаясь к вопросу о необходимости ключей. Ключи необходимы для помощи в работе, а не для разбора инструмента и работы разобранным инструментом. Закручиваем наконечник обратно. 4 мм. Заклепочка 4,8. Подтягиваем. Ставим заклепку. А вот как раз и та самая проблема. Стержень не выходит. Какая мысль в первую очередь возникает? Взять ключ, разобрать инструмент, обозвать его неизвестно чем, попытаться вытащить стержень. Это тоже не получится. Дальше что? Дальше интуитивно мы начинаем влазить в механизм. После этого, как вы видели из видео, губки установить не так-то и легко. Есть правильный выход из этой неправильной ситуации. Устанавливаем все обратно. Возвращаем заклепку 4,8 обратно на место. Используем как раз ключик. Включаем реверс. И стержень вылазит. Тут же ставим следующий. Режим закручивания. Отрыв. Режим реверса. Стержень выпал. Друзья, чем хотелось бы подытожить? DIY-блогеры это, конечно, очень круто, но иногда и информативным оказывается инструкция. Друзья, пользуйтесь инструментом правильно. А лично для Дани у нас есть специальное предложение. Если у вас есть интерес протестировать наши инструменты, пишите нам, мы обязательно с вами свяжемся и предоставим вам для обзоров все, что вас заинтересует из нашего ассортимента. Всем спасибо, до скорых встреч!